Ой, очки-то как раз... Я только что завершил трансляцию, он четко прошел. Я еще боялся плохо. Нет, прошел, как и теперь это. Здравствуйте, дорогие друзья! Прямо сейчас закончилось открытие фестиваля науки 0+, в историческом парке «Моя история». И мы сейчас поговорим все-таки о том, что здесь будет и происходило на сегодняшний день. И я хотел бы сразу, вот смотрите, вот это атрибутика, да, и мы находимся прямо в том зале. Раньше, да, вот в зале первого фестиваля перед нами Святослав Федоров, один из организаторов этого фестиваля, да. Раньше было все как-то, так скажем, попроще. Ну, раньше, изначально самый первый фестиваль прошел уже 9 лет назад, это было в 2013 году. Тоже был проведен силами Северо-Восточного федерального университета, и он проходил в корпусе факультетов естественных наук в народе КФН. Здание атриум КФН, там расположились наши ведущие ученые, студенческие различные научные кружки, сообщества и так далее. И в принципе это мероприятие возымело успех, и в связи с этим было решено дальше продолжать. И так, каждым годом, ну, вот как отмечал Константин Константинович, который выступал, с 2000 посетителей в прошлом году количество выросло до 15 тысяч. Ну, в принципе, это связано с тем, что, наверное, что мероприятие больше направлено на интерактивность. То есть человек, который интересуется, ну, может быть, слабо знающий, но интересующийся, он может подойти, ну, когда фестиваль проходил очно, он мог подойти, что-то взять, что-то потрогать, может быть, сам что-то сконструировать, сделать, какие-то манипуляции сделать. Ну, в общем, прикоснуться к науке. Один из слоганов фестиваля науки – это «Прикоснись к науке». Ну, в связи с этим. А сегодня что происходит, понимаете? Многие смотрят столько лекций, площадок, фильмов. Неужели это как бы интересно? Ну да, конечно, вызывает интерес, потому что в прошлом году, например, мы впервые проводили онлайн, и было замечено, что активность намного повысилась. Ну, если раньше мы проводили только для жителей города Якутска, то есть для горожан, то в прошлом году уже получили возможность принять участие любой человек, который имеет доступ к интернету. Это на самом деле очень стирает все границы, которые существуют, ну, территориальные. У нас республика славится своими территориями, и в принципе этот формат, он стирает как бы такую, ну, не то чтобы проблему, но особенность. Расстояние он стирает. Да. Наиболее на сегодня сколько вы можете выделить здесь с прошлых лет, брать даже с прошлого года? Вот в новом фестивале кто может похвастаться своей, не знаю, необыкновенностью, наверное? Необыкновенностью? Ну, тут от человека зависит. Ну, то есть это сугубо мое мнение, сугубо чье-то мнение. То есть тут интересного очень много. Невозможно просто так выделить и вычленить конкретно вот одно мероприятие. Например, есть такие мероприятия, типа как вести хозяйство, например, в условиях крайней недели. Ученый сидит, рассказывает, каким образом сажать, грубо говоря, картошку. Он рассказывает, научно обосновывает, то есть помогает обычному человеку правильно выращивать картофель. Ну вот, человек, который это выслушал, может использовать все, что он узнал в своей личной жизни. Вот такие мероприятия, ну, я считаю, замечательными. Ну хорошо, тогда я спрошу, как бы, у вас там и кино есть, там и есть, например, IT-технологии, а там-то что, игры новые или что? В IT-технологиях? Ну, например, в IT-технологиях там обучают, например, учеников, приобщают к IT-технологиям, то есть каким образом, ну, простейшее программирование, допустим, какие-то кодирования и так далее и тому подобное. То есть приучают ребенка языку программирования. Это же уже является языком. Понятно. А наши, получается, наши мужи, да, научные, раскрывают свои секреты для
обыкновенного населения, я правильно понял? да, А что же делают научные, более молодые в этом фестивале? Они соревнуются, да? Ну, не то чтобы соревнуются, но в принципе можно сказать, что фестиваль науки является неким отчетом научного мира перед общественностью. В принципе, так можно сказать. Чтобы обычный человек увидел и узнал, чем занимаются ученые. Вот для ученых мужей цель такая, допустим, рассказать и показать, что они делают. А для ученых молодых поколений больше научно-популярная популяризация, то есть приобщение также, может быть, младше себя, может быть, одного возраста ребят, потому что, ну, все понимают, что одного возраста люди разговаривают друг с другом полегче, чем, допустим, ученый муж, как говорите. Ну, я правильно понял, что сегодня, да, можно до сих пор зайти на любые лекции, да? Да. Вы скажите нам, куда идти и где смотреть. Вы можете зайти на наш сайт nauka.s-vfu.ru, то есть nauka.svfu.ru. Эта система специально была сделана специально для нашего фестиваля. Там вы можете зарегистрироваться, получать сертификаты, принимать участие на разных площадках. То есть площадки у нас две, как я понимаю. Это Zoom площадки и YouTube. То есть либо YouTube, можно заранее записанные видео посмотреть, либо Zoom. То есть отличие в том, что в Zoom можно будет задавать вопросы и получить ответ. Я рекомендую всем принимать участие онлайн. Окей. Миша, а теперь